Дорогие друзья, вот в крестном ходе участвуют очень разные люди из разных регионов, и из нашего Сибирского федерального округа, и из европейской части России. Вот, и люди разных занятий, есть и студенты, есть и врачи, инженеры. И вот один из участников крестного хода, Алексей, он плохо учился в школе, и единственное, что он научился, это пользоваться нагайкой. И он сейчас нам об этом инструменте расскажет немножечко и покажет, как ей владеть. Что это такое у тебя в руках, Алексей? Нагайка — это вообще традиционное казачье холодное оружие. То есть это ее берут в преддверии, прежде чем брать шашку в руки, сначала учатся пользоваться нагайкой. То есть если ты будешь ей упражняться, ты себя не повредишь. Вот. Есть специальный кистень, чтобы не вылетело из руки, фиксируется кистенью, да, и ты делаешь захват. Если великовато, можно немного перекрутить. Ну, то есть подобрать нужную себе, чтобы было удобно. Здесь вот в конце нагайки обычно зашивается пуля, но в данном случае здесь просто железная арматура. Плетется она из кожи, из толстой кожи, да, делают ее, ну, обычно сами владельцы, ну, самостоятельно, каждый под себя. Длина нагайки должна подходить по длине, она вымеряется в длину руки, то есть это вот каждому своя, то есть моя нагайка кому-то другому она уже не подойдет. Вот. Основные принципы владения, первое упражнение, которое вообще надо уметь делать, это просто научиться ее крутить. Вот. Просто чувствовать ее. И самое основное, надо держать ее, чтобы она была как палка, то есть чтобы она не гнулась, а вот, то есть скорость должна быть именно такой, чтобы она была прямая. Второе упражнение — это вот именно восьмерка, то есть это базовое упражнение. Есть обратная восьмерка, когда у меня рука вот идет именно вот так, а есть прямая восьмерка, то есть я когда вовнутрь завожу его. Понятно, да? Когда я не использую кистень, у меня появляется дополнительная возможность, я могу нагайку перехватывать из руки в руку. То есть, используя инерцию, я делаю перехваты. То есть могу здесь перехватить, могу здесь, могу из-за плеча перехватить. Вот так вот перехватить. То есть все эти упражнения, они делаются медленно, медленно. А скорость, она со временем приходит. Как в первом классе вы же буковки выводите по одной медленно. Тут также последовательно каждое упражнение, оно подводящее, и в принципе можно скорость наработать. А как называется вообще вот это вот, когда человек с нагайкой занимается, это как называется? Это называется фланкировка. Фланкировка. Обычно с нагайкой фланкировку не делают, а делают фланкировку с шашкой. То есть нагайкой, ну, я не видел. Упражнение с нагайки просто, да? Да, просто упражнение. Да, очень хорошо помогает разрабатывать кистевые суставы, локтевые, плечи. То есть они разогреваются довольно-таки быстро. И очень важно следить за дыханием, потому что когда вы крутите нагайкой, мышцы работают и потребляется больше кислорода. Надо постоянно дышать. Контроль дыхания должен быть. То есть, когда крутите... То есть это как бы наша национальная гимнастика, можно сказать. Да, я вместо зарядки беру нагайку просто и пошел минут 10-15, и вся кровь разогналась у меня уже в организме. Мне ничего больше не надо. Обычно я делаю 20 кисти прокрутил, 20 другой кисти. Потом восьмерка по 10, по 15 раз. Обратная, прямая восьмерка, правая, левая рукой. Я не буду полностью делать комплекс сейчас, просто вам покажу. А потом, значит, делаю перехваты, завожу за плечо. То есть это на координацию очень хорошее упражнение. Несомненно. Можно перехватывать не только спереди, но и можно перехватывать и спиной. Вообще напоминает что-то как бы из 90-х, как бы Брюса Ли, вот все такое, да? Нунчаки. Как он играл это в теннис-то, помните, нунчаками? А на самом деле это не Брюс Ли был.
да? Да, А это его брат. это Nokia, компания Nokia, они сняли рекламный ролик такой и сделали вот Nokia Грифли, продавали. Следующее, что мы делаем, это уже более такие серьезные упражнения. Восьмерка вертикальная, то есть я также делаю восьмерку, но я уже завожу ее высоко, то есть это рубящее движение. Шашка, ну, нагайка в данном случае проходит возле меня, да, и поднимается вверх, и здесь я уже ухожу в кольцо. И, ну, это, наверное, самое сложное упражнение, то, что делается. Потому что здесь уже можно усложнять, тут можно и по два оборота делать. Может быть, видели, на лошади, когда казак скачет, он машет вот так, это высший пилотаж. То есть, если шашка вверху, и она еще свистит. Себя ударил? Очень, очень много раз. То есть, когда увлекаешься, врач захочешь, нет, раз там в лоб прилетел, там в ногу, постоянно. Но сейчас уже меньше, Сейчас уже не больно. Да, ну, во-первых, да, ты привыкаешь и уже меньше прилетает. Ну вот за 5 лет вот маленько овладел. Лед уже, но это все равно. Кто-то хочет попробовать? Можно я? Сейчас я попробую. Надо сначала, прежде чем взять нагайку в руки, почувствовать, как она бьет. То есть почувствовать, что это такое. Чувствуется? Сильно не буду упсовать. Надо кричать «Хорошо!» Подай еще. Да, есть специальная методика приема вот нагайки. То есть когда бьют, надо немного скрадывать, расслаблять вот тело, чтобы она не прилипала, да, вот именно сбросить эту инерцию. Да, вот, да, вот немного как бы начать двигаться вместе с ней надо. Ну, Виталий, давай пробуй. Вот у Андрея получается. Получается. Да. Можно так, аккуратнее только. Ну вот, кто хочет попробовать. О, бодро, бодро, бодро.